Бог, Тайре, Гуда, Бурхан. Народы по-разному называют Создателя. В Священном же Коране наиболее употребляемое имя – это Аллах, что в переводе с арабского означает «единый и единственный Бог». В других монотеистических религиях встречаются однокоренные слова, обозначающие одного единственного Творца, такие как «Илахим» в Торе, или же слова «Илах» в арамейском языке, который был языком, распространенным среди жителей Галилеи, а значит, на нем говорил Иисус. Бог с точки зрения ислама один и един, вездесущ и всезнающий, не имеющий начала и конечной точки существования. Он – Создатель времени и пространства, Творец небес, земли и всего сущего. Он сотворил человека и задал ход истории. Создание человека не способно в полной мере постичь Творца. Единственное, с помощью Его творений и прекрасных имен мы можем робко соприкоснуться с Его величием. Бог может быть бесконечно далек и в то же время несказанно близок к нам. Он не привязан к существующим физическим законам и может находиться от нас на расстоянии самого далекого из ныне известных квазаров, а это, извини, почти 13 миллиардов световых лет. И в то же время быть ближе к нам, чем яремная вена. Представил? Порой мы не слышим шепот страждущих, чаяния сирот и даже человека, находящегося с нами в одной комнате. А здесь ты взываешь к Богу, и, о чудо, Он слышит тебя ровно так же, как и миллиарды других голосов, и отвечает: нет Бога, кроме единого и единственного Творца, гласит формула единобожия. Все вокруг является свидетельством Его бытия. А если человек хочет постичь своего Создателя и утвердиться в своей вере, то Всевышний дает ему такое право, говоря: «Ма тара фи халки ар-Рахмани мин тафаут, фараджи'л басара халь тара мин футур». В творении милостивого ты не увидишь какой-либо несообразности. Погляди же вокруг и установи, есть ли в его творениях хоть какой-нибудь изъян. Посмотрите на себя в зеркало. Что вы там увидите? Обычного человека? Нет. Там очередное доказательство величия Творца.